В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Объекты культуры, пострадавшие от весеннего паводка в этом году в Верхнеколымском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Татинском и Усьмайском районах Якутии, могут получить финансирование из федерального бюджета. На восстановление домов культуры и музеев в этих районах планируется выделить дополнительно 14 миллионов рублей. Проводится совместная работа по выделению средств из резервного фонда правительства Российской Федерации. Более 14 миллионов рублей регион дополнительно получит на восстановление 8 объектов культуры, пострадавших от паводковых вод в 5 районах республики, сказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Всего на территории республики в ходе весеннего и летнего паводка на реках пострадали свыше 5000 жителей в 63 населенных пунктах в 15 районах. На территории Якутска было затоплено 1482 жилых дома, в которых проживает 5433 человека. В Госдуме прокомментировали ситуацию с ростом цен на хлеб. Профицитный госбюджет страны позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия. Хлебокомбинаты же объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности, удорожанием бензина, тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля. Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 3% с начала года. Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса. Лидером по снижению импортных поставок в нашу страну в этом году стал сахар. Его ввоз сократился на 62%. Следом идут лук и чеснок, а также сухие, молоко и сливки. Замыкают топ-5 товаров, чей ввоз заметно сократился: сгущенное молоко и мясо. Аналитики продовольственного рынка отмечают, что во многом на этот расклад повлияла программа импортозамещения. По данным Минсельхоза, за первые 3 года ее выполнения доля импорта в потреблении свинины в нашей стране сократилась в 3 раза, а мясо птицы в 2,5 раза. Компанию «Якутуголь» с рабочим визитом посетили представители японских компаний JFE Steel и Sojitz Corporation. Поездки в Нерюнгринский район технических специалистов из Японии проводятся ежегодно для обновления информации о текущем ходе производства на предприятии и о перспективах дальнейшей работы. Иностранная делегация посетила разрез Нерюнгринский и обогатительную фабрику предприятия. Гости интересовались объемами добычи и обогащения техническим оснащением компании, а также качеством продукции. Специалисты регулярно посещают наше предприятие, чтобы быть уверенными в способности компании обеспечить бесперебойную поставку продукции высокого качества. Со своей стороны мы рады предоставить им такую возможность, отметил управляющий директор компании «Якутуголь» Сергей Билан. Алроса будет готовить водителей карьерных самосвалов с помощью виртуального тренажера. Тренажер стоимостью 23 миллиона рублей будет использоваться не только для обучения новичков, но и тестирования навыков действующих водителей. Это позволит, помимо прочего, снизить затраты на планово-предупредительные ремонты и увеличить межремонтный пробег автосамосвалов. На тренажере-симуляторе будут обучаться и тренироваться водители автосамосвалов, которые работают на карьере Нюрбинский в Якутии. Для этого в него загрузят виртуальную копию карьеры. Работа над созданием такой компьютерной модели будет завершена к весне следующего года. Тренажер-симулятор позволяет эффективно обучить водителей управлению сложной техникой и проверить их навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. В процессе тренировки у нас есть возможность моделировать любые погодные условия, а также различные нештатные и аварийные ситуации. Важно при этом, что никаких рисков ни для человека, ни для техники, как в случае с обучением на настоящем самосвале, нет, рассказывает директор Центра подготовки кадров Алросы Сергей Андреевский. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.